Сәлем қалайсыздар? Күнілкілеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая продолжает каждого из вас учить читать по-казахски. Так что погнали. Сегодня с вами научимся читать фразу «Қош келдіңіздер». В общем, вы прилетаете в Казахстан или приезжаете, как-то добираетесь, и очень часто, так скажем, на воротах города где-то будет надпись «Қош келдіңіздер», означает «добро пожаловать». Давайте скорее научимся ее читать. Первое слово «қош». Здесь нет ничего сложного, как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Но как же прочитать букву «К» с хвостиком снизу? Очень просто, нужно просто отхаркнуться через букву «К» обыкновенную. Пробуем. Улыбаемся и пробуем, да? Қош, қош, қош. Ну а буква «У», собственно, читается так же, как и пишется. Все, погнали, разбираем второе слово. Келдіңіздер. Слово келдіңіздер мягкое, потому что везде стоят мягкие гласные буквы. Да-да-да. Как правило, в казахском языке либо мягкие гласные, либо твердые. А вот если есть и то, и другое, то, скорее всего, слово заимствовано из другого языка. Вот и вся магия. Ну а как прибавлять окончания, это отдельная история. Хотя в этом нет ничего сложного, как может показаться на первый взгляд, при всем многообразии этих окончаний. Да-да-да. В общем, скоро обнаглею и научу. В общем, читаем слово келдіңіздер. Как пишется, так и читается, да? Помним это правило, что ничего у нас не искажается. Кель. Буква «Л» будет читаться мягко, потому что кругом мягкие гласные. Кель, как будто бы мягкий знак, да? Келдіңіздер. Как прочитать палочку с точкой? Вспомним о том, что это нечто среднее по мягкости между буквами «ы» и «и». А теперь пробуем прочитать через букву «ы». Келдіңіздер. Неудобно. Пробуем прочитать через букву «и». Келдіңіздер. Вроде мягко, но тоже не совсем удобно. Келдіңіздер, да? Прочитали и заметили, что там буква «Н» с хвостиком снизу. Как же ее научиться читать? Вот для знатоков английского языка все будет очень и очень просто. Например, в слове English или good morning или good evening буква N и буква G как раз таки дают вот этот, вот знаете, казахский звук. Good morning, good evening, English, yes, yes. Вот, если вы так не можете, то делаем следующее. Сначала произносим обычную букву N и упираемся кончиком языка в верхние зубы. Теперь тянемся кончиком языка к верхнему небу. Не в верхние зубы, а к верхнему небу. Снова произнося обычную букву N. И не дотягиваемся мы с вами до этого верхнего неба. Ну а если вы простыли, у вас вообще все получится на ура. Вот видите, хоть какая-то полезность при простуде у вас будет. Келдіңіздер. Келдіңіздер. Сначала читаем через обычную N. Келдіңіздер. А теперь N необыкновенная. Келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, дамы и господа, в Казахстан. Увидимся с вами в следующий раз. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан.